Здравствуйте, в эфире «Актуальное интервью». И в ближайшие минуты мы поговорим о подготовке в Якутии к пожароопасному сезону. И сегодня у нас в гостях первый заместитель председателя правительства Якутии Алексей Колодезников. Алексей Засимович, здравствуйте. Здравствуйте. Поговорим про пожароопасный сезон, но перед этим хотелось бы затронуть такой вопрос, такой момент. Расскажите ваше мнение об итогах прохождения осенне-зимнего периода в сфере ЖКХ и как началась подготовка к следующему сезону. Я 27 апреля принял участие на всероссийском совещании по вопросам прохождения ОЗП в области теплоэнергетики, которую проводил министр энергетики Российской Федерации Новак. Но по сути своей этот отопительный сезон у нас еще не завершен. Более того, в арктических районах он будет продолжаться и в летний период. Но мы для себя понимаем, что проходим более уверенно. Конечно, были аварийные ситуации в Бердикестяхе. У нас сгорела дизельная станция в Березовке. Но там мы буквально энергоснабжение восстановили в течение 2 суток. У нас отключение энергоснабжения по ЕГРС «Новое». Но я бы отметил, что вот те отключения энергоснабжения по ЕГРС «Новое» это в большей степени все-таки связано с тем, что это детские болезни, так называемые. Такая же станция, которая запускалась в Сахалине в 2012-2013 году, отключение было более 20. У нас 10 отключений. Более того, из 10 отключений 5 – это отключения, которые не повлияли на потребителей. И из 10 отключений только одно отключение связано с человеческим фактором, и то это с наладчиками, этот General Electric. По вине персонала Якутскэнерго отключения ЕГРС «Новое» не было. И думаю, что в ближайшее время мы с этой ситуацией справимся, и население уже не будет ощущать на себе работу новой станции. То есть эти отключения-то в порядке вещей, так сказать, на рельсы встает станция? Но новые станции такого типа всегда дают отключение в период своего запуска. Хорошо, ну вот сейчас уже переходим непосредственно к основной теме, это предстоящий пожароопасный сезон и сезон паводка. В прошлом году пожароопасный сезон начался 2 мая, как будет в этом году? Примерные прогнозы. Но мы сейчас уже видим, что у нас пожароопасный сезон чуть позже начнется. Скорее всего, это будет уже во 2-й декаде мая, потому что снежный покров пока присутствует, увлажненности есть покрова. Соответственно, надеюсь, что у нас пожароопасный сезон будет позже. Хотя понятно, что в июне-июле месяце, исходя из наших климатических условий, лесные пожары будут. Вот говоря про одну из таких, можно сказать, болезненных, может быть, тем, сельхозпалы, будут ли они разрешены? Сельхозпалы это запрещены на федеральном уровне. Это было сделано, когда у нас в Хакасии, Иркутской области пострадали населенные пункты в 2015 году как раз из сельхозпалов. Но мы понимаем, что мы, запрещая сельхозпал, у нас наоборот ситуация ухудшается, больше сухостоя, хуже для скота. Поэтому мы разработали методические рекомендации в части контролируемого выжигания сухостоя. Эти рекомендации доведены до глав муниципальных образований, должны выдаваться на ряд заданий, должна дежурить бригада. Соответственно, это не везде можно делать, только там, где есть угроза лесного фонда и инфраструктуре. Думаю, что в этом году контролируемое выжигание пройдут на более достойном уровне. То есть нужно идти получать разрешение? Надо контролировать это выжигание, чтобы у нас эти выжигания прошли, не повлияли на пожары в лесном фонде. Вот такой вопрос, когда Рослесхоз погасит задолженность перед республикой, в чем эта задолженность заключается непосредственно? Буквально 26 апреля прошло совещание в Минфине Российской Федерации по обращению главы республики, министру финансов Силанову. Я принял участие на этом совещании, обсуждались вопросы погашения кредиторской задолженности. Сейчас нам предлагают кредиторскую задолженность гасить по судебным решениям. Уже у нас таких на 125 миллионов рублей за счет субвенции, которая сейчас до нас доведена. Мы это будем делать. По оставшимся суммам кредиторской задолженности будут дополнительные судебные решения. Ну и в Минфине нам пообещали, что в июне месяце нам уточнят суммы в пределах 44 миллионов рублей, и уже осенью будут доводить сумму, ту, которую мы докажем в судебном порядке. А как задолженность такая образовалась?
Ну, задолженность, во-первых, это переданные полномочия федеральные. А во-вторых, у нас в прошлом году пожаров было очень много, 328 пожаров. Надо иметь в виду, что у нас на территории республики 21% лесного фонда, это площадь лесного фонда всей Российской Федерации. Конечно, исходя из площади, количество пожаров большое. Соответственно, мы стараемся тушить пожары, затраты высокие. Ну вот перейдем ко второму вопросу касательно паводка. То есть каким прогнозируется паводковая ситуация в этом году? Потому что ранее сообщалось, что под угрозой подтопления может оказаться около 160 населенных пунктов. Так ли это? Но 160 населенных пунктов – это вероятная зона подтопления. По сути своей, конечно, мы ожидаем, что будут заторные явления на реке Лена. Это и Алекминском, и Ленском районе, Хангаласском, пригороде Якутска, Намском, Кобяйском районах. Мы знаем точно, что будет паводок у нас высокие на реке Лазея, это Сватай, Аргахтах, Андрюшкина. У нас высокие снегозапасы в Верховьях, Колымы, Верхнеколымском. В Среднеколымском и Нижнеколымском тоже снега очень много. Соответственно, паводок будет достаточно сложный. И в Абыйском районе возможности есть по паводку, по Алдану тоже. Готовимся. Уже все практически мероприятия по ослаблению прочности льда завершаются. Мы к 5 числа эту работу полностью завершим. Ну вот обычно подготовка идет же, так сказать, по самому негативному сценарию. То есть самое плохое, что может произойти, к этому стараются готовиться. Так ли это на самом деле? И в чем заключается подготовка? То есть какие мероприятия, кроме зачернения, распила льда, проводятся? Опять же, организация пунктов временного размещения. Да, обязательно проводится проверка ПВР, место эвакуации скота. Мы готовим население, соответственно, готовятся и финансовые ресурсы на эти цели. Ну и для нас, конечно, прохождение весеннего летнего половодья – это не новое явление. Мы каждый год готовимся, и все знают, что нужно делать. А вот учитывая сложности с бюджетом, хватает ли средств, чтобы подготовиться как следует? Но если говорить об ослаблении, да, то 24 миллиона рублей на эти цели предусмотрены. Более того, мы предусмотрели средства на взрывчатые вещества. 120 миллионов у нас в резервном фонде ЧС предусмотрено этой цели. В этом году мы еще порядок поменяли. Если у нас будет снижаться запас, то мы его будем своевременно пополнять по финансам, я имею в виду. Есть запасы материальных ресурсов. В принципе, средств должно хватить. Вот недавно, перейдем к такие немного другие темы, отойдем от паводка и пожароопасного. Недавно железные дороги Якутии определены новым генподрядчиком завершения строительства пускового комплекса Нижний Бестях Томот. Каковы сроки завершения объекта? Будет ли она сразу введена в постоянную эксплуатацию? Кто будет главным эксплуатантом на этой линии? Очень значимое событие, что 21 апреля Федеральное агентство железнодорожного транспорта заключило договор ЖДЯ по завершению пускового комплекса Нижний Пестях-Якутск. Соответственно, контрактом предусмотрено, что все работы должны быть завершены в декабре текущего года. Но мы понимаем, что эксплуатантом будут железные дороги Якутии. Будут они до 2025 года, потому что по распоряжению все равно будет заходить уже РЖД с 2025 года. А что изменит ввод в постоянную эксплуатацию этой линии? Во-первых, у нас появятся пассажирские перевозки. Во-вторых, начнет действовать прейскурант 1001 РЖД, который удешевляет стоимость услуг. То есть тарифная политика железных дорог Якутии, вероятно, будет как-то пересмотрена? Она будет пересмотрена. Более того, с 1 января текущего года у нас прейскурант 1001 действует на участке Беркакит-Томот. С следующего года будет уже действовать от Томота до Нижнего Бестях. Это значительно удешевляет стоимость перевозок. Но можем ли мы надеяться, что тогда за счет этого, то есть мы же, возможно, говорим и о удешевлении грузовых перевозок, будут снижаться цены, опять же, на продукты питания, во всяком случае, в ближайших от Нижнего Бестяха территориях? Но это будет зависеть от перевозчика, в том числе будет от продавца зависеть. Мы надеемся, что все-таки, мы знаем, что стоимость перевозок будет удешевляться, и надеемся, что все-таки потребитель почувствует удешевление, в том числе на продуктах питания и на всем остальном. Алексей Засимович, вот вернулись из командировки в Москву, насколько известно, какие-то вопросы там решались?
оперативные? Ну, как я говорил, проводили совещание в Минфине по кредиторской задолженности. И я встречался с Шульгиновым Николаем Григорьевичем, это председатель правления Росгидро, потому что у нас есть вопросы переключения ЕГРС-2. Есть задача в этом году создания единой теплоснабжающей организации в городе Якутске. Это совместное предприятие между городом Якутском и Якутск-Энерго. Ну, энергоснабжение Черского обсуждали, потому что Билибинская АЭС будет выходить из эксплуатации. Обсуждали вопросы депутатского, потому что у нас там есть вопросы водоснабжения, депутатская ТЭЦ. Мы все-таки планируем перейти на сухое шлакозолоудаление. Много вопросов, которые нужно сейчас решать в области энергетики. Ага. А вот еще такой вопрос. Была встреча с представителями японской компании, которые занимаются постройкой ветропарка в Булунском районе. И вот можете что-то поподробнее рассказать, когда будет закончено, говорят, к осени. Действительно, я встречался с представителями фирмы Камай Мицуи. Мы строим ветропарк в Тиксе. Летом мы должны уже с Японии доставить ветряки и обеспечивать монтаж. Этот вопрос мы тоже с Шульгиновым обсуждали, потому что нужно сейчас логистику хорошо проработать, чтобы у нас вовремя это все сделать. Ну и, соответственно, Мицуи предлагает нам посмотреть по другим проектам, которые можно реализовывать совместно у нас в Республике Саха-Якутия. А сколько это вообще по стоимости выходит этот проект по ветропарку и кто его финансирует? Ну, по ветропарку стоимость, наверное, больше миллиарда, потому что оборудование дорогое, ветряки нам поставляет безвозмездно компания Камай, потому что финансируется через государственную корпорацию НЭДО. Но еще договорились, что безвозмездно будет поставлено 3 дизель-генератора. Эта сумма очень большая, а строительно-монтажные работы будут делаться силами Росгидро. Вот такой вопрос. Вот появление ветропарка, оно как-то удешевит электроэнергию для жителей района? Но в силу того, что у нас там не полностью перекрывается выработка электроэнергии ветряной, конечно, удешевления как такового не будет, но мы будем снижать расходы по дизельному топливу, по завозу дизельного топлива. Ну и надеюсь, что ветряные парки у нас будут появляться на территории республики в арктической зоне. Спасибо большое. Я напомню, в гостях у нас был первый заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия Алексей Колодезников. Это было актуальное интервью. Оставайтесь с нами.